Бисмиллахи рахмани рахим. Амма ба'д. Говорит шейх Абдурахман ас-Саади, алейхи рахматуллах, бабу сифатиль вуду. Глава о описании совершения омовения. Вахуа ан януя раф'аль хадаси ауиль вуду или салати ва нахвиха. То есть способ совершения омовения является следующим: чтобы человек вознамерился устранить осквернение или совершить омовение для молитвы и тому подобное. Ваннияту шартун ли джами'иль а'мали мин тахаратин ва гайриха. И намерение является условием для всех поклонений, для всех деяний, как тех, которые касаются очищения, так и других. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. А это по причине слов посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, он сказал: поистине дела оцениваются по намерениям, и каждому достанется то, что он намеревался. Хадис является согласованным. Это первое. Второе: сумма якуля бисмиллях, затем, чтобы он сказал бисмиллях. Бисмиллях. То есть первое это намерение, затем слова бисмиллях. Третье: ва яусиля каффейхи салясан, затем, чтобы он помыл кисти рук 3 раза. Четвертое: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات, затем, чтобы он прополоснул рот и нос 3 раза 3 пригоршнями воды. Пятое: ثم يغسل وجهه ثلاثا, затем, чтобы он помыл лицо 3 раза. Шестое: ويديه إلى المرفقين ثلاثا, затем, чтобы он помыл руки до локтей 3 раза. 3 раза. Шейх говорит, что более верным является то, что нежелательно человеку мыть сверх того, что является местом обязательного омывания, когда человек очищается водой. Потому что Всевышний Аллах упомянул границы омовения до локтей и до щиколоток. И все, кто описывали омовение пророка, алейхиссалату вассалям, они не упоминали, никто из них не упоминал, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, мыл руки выше локтей или ноги выше щиколоток. И что никто из них не упоминал, что он побуждал к этому. И что касается хадиса Абу Хурайры радийаллаху анху, в котором говорится: «Фаман истата'a минкум ан ютиля гурратаху ва тахджилаху фальяф'аль», то есть тот из вас, кто может удлинить свою гурра, то есть блеск и так далее, как это пришло в хадисе. Они сказали, что это слова Абу Хурайры. Это слова Абу Хурайры, а не слова посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Поэтому это иджтихад Абу Хурайры. Далее шейх говорит: «Ваямсаха ра'саху من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة». Затем, чтобы он протерел руками голову от начала головы, то есть спереди, до затылка. Затем, чтобы он вернул руки, протирая до места, с которого он начал, и делает он это 1 раз. 1 раз. ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 8. Затем, чтобы он ввел указательные пальцы в слуховой проход ушей и протерел большими пальцами наружную часть ушей. И здесь шейх разъяснил в другом месте, что не является желательным, чтобы он обновлял воду для того, чтобы протереть уши. То есть, как некоторые делают, они делают масха головы, протирание головы, затем после этого они берут новую воду и протирают уши. Это не является желательным, потому что не пришло достоверного хадиса касаемо этого. Далее шейх говорит, 9. «Сумма яусиля риджлейхи ма'аль ка'бейни салясан». Затем он моет ноги вместе с щиколотками по 3 раза.
по 3 раза. Далее он говорит: «Хаза акмалюль вуду иллади фа'аляху набию саллаллаху алейхи вассалям». Этот вид омовения является самым совершенным, который совершал посланник Аллаха, алейхи салату вассалям. Это не является обязательным видом омовения, то есть обязательным описанием омовения. Это самое совершенное описание омовения. Далее он говорит: «Валь фарду мин залик». Однако фардом обязательным из этого является ан яусиля марратан вахида, чтобы он мыл один раз. То есть помыть все это один раз, все, что было упомянуто. Это первый фард. Второе: ва ан юраттибаха аля ма закараху Аллаху та'аля фи кавлих: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Второе, чтобы он делал это по порядку, по тому порядку, который упомянул Аллах, сказав: «О вы, которые уверовали, когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток». То есть только лишь в таком порядке человек совершает омовение, иначе омовение будет недействительным. Если он сначала помоет ноги, затем протерет голову и так далее, то есть в таком порядке это будет недействительным его омовение. Соответственно, его намаз будет недействительным. Далее еще говорит: وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يَنْبَنِي بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَكَذَا كُلُّ مَا اشْتَرَطَتْ لَهُ الْمُوَالَاةُ. И далее он говорит: и третий фард — это чтобы он не делал длинную паузу, то есть длинный перерыв, который считается длинным в обычае, то есть понимании людей, в общепринятом. То есть, чтобы он не делал длинную паузу между мытьем разных частей тела, так, чтобы разделять между ними. И таким образом необходимо поступать во всех поклонениях, в которых непрерывность является условием. Но если человек, допустим, он взял воду для омовения, но воды не хватило ему для того, чтобы омыть все органы омовения, и он отправился в поисках воды. То есть произошла пауза таким образом, что высохли его органы тела. В таком случае омовение его не нарушается, то есть его омовение считается действительным, и он должен продолжить с того места, с тех органов, на которых остановился. Но здесь имеется в виду, что человек не по причине этого, то есть делает паузу, и у него есть вода, у него все условия есть, все препятствия отсутствуют для того, чтобы совершить омовение, и человек делает паузы, то есть начинает мыть лицо, затем отвлекается на что-то, затем начинает мыть руки, затем отвлекается что-то и так, то есть делает длинные паузы, то тем самым он нарушает свое омовение, и омовение не является действительным. Что касается того, чтобы произносить намерение, это является нововведением. То есть это не относится к сунне. Посланника Аллаха, алейхи салату вассалям. Это не является сунной, это является нововведением. Когда человек произносит намерение. И если бы это было бы сунной, то посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, первым бы это совершил, так как он не оставил чего-либо благого, на которое он не указал бы. И это мнение Ибн Таймии, алейхи рахматуллах, то есть так высказался Ибн Таймия. На этом закончим. Хаза ва саллаллаху ва саллям аля набийина Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.